Казанский университет был основан для просвещения народов восточной части Российской империи. Конечно же, огромное количество коренных народов Сибири, Дальнего Востока действительно стали изучаться впервые именно только в Казанском университете. И очень важно, что те студенты Казанского университета, которые были происхождением из этих регионов, уделяли большое внимание изучению тех народов, среди которых они выросли и откуда они приехали в Казанский университет. И, конечно же, таким важным деятелем в истории якутского народа, изучению его культуры, традиций был Демиан Афанасьевич Кочнев. В списке студентов за 1896-1897 год мы находим сведения о Демиане Афанасьевиче, что он был из студентов Якутской духовной семинарии, из крестьян, православный, родился 1 ноября 1870 года в селе Нюрбя Вилюйского округа. Он поступает с разрешения господина министра 14 августа 1995 года. Почему нужно было разрешение? Потому что действовал циркуляр о кухаркиных детях, и выходцы из вот таких податных сословий были с очень только лишь исключительными возможностями принимаемым в Казанский университет. Мы видим, что ему платят стипендию тайного советника Ахматова 380 рублей, но при этом он еще должен духовному ведомству, видимо, за обучение в Якутской духовной семинарии. К этому 97 году ему зачтено 2 полугодия. И чуть позже мы видим, эти сведения повторяются уже в списке студентов за 98-99 год. Эта информация дополняется здесь уже тем, что ему зачтено 6 полугодий. Заканчивая университет, Кочнев Демиан Афанасьевич, конечно же, уделяет очень много внимания изучению якутского языка. И вот мы видим, что он создает букварь для якутов. Православное миссионерское общество в этот период активно создавало различные буквари для народов Дальнего Востока и Сибири. И особой ценностью этого издания это то, что здесь есть автограф самого Демиана Афанасьевича Кочнева. 10 июня 1895 года, еще учась фактически в Казанском университете, он пишет нашему выдающемуся востоковеду профессору Николаю Федоровичу Катанову на память от составителя этот букварь от якутов. А уже в год окончания университета в 1999 году выходят его очерки юридического быта якутов. В Казани типа литографии Императорского университета в 1999 году это издание вышло. Мы, конечно, понимаем, какое огромное значение оно имеет для истории якутского народа. Здесь впервые анализируются нормы обычного права и того, как трансформировалось в якутской среде право российского государства. Но также в нашем фонде хранится и очень интересное издание среди многих других текстов по истории народов Сибири. И вот его статья о погребальных обрядах якутов Вилюйского округа Якутской области. О своей родине Демиан Афанасьевич Кочнев пишет, рассказывая о том, что впервые, уже об этом говорит офицер шведский Страленберг после Полтавской битвы, оказавшийся в ссылке. Далее он пишет, конечно же, о том, как занимается активно этим общество археологии, истории, этнографии. И действительно для этого общества он и создает этот текст. Авторство здесь указывается уже в конце книги, в конце статьи. Мы видим Демиан Кочнев, и мы видим, что именно общество археологии, истории, этнографии через свой совет поручило выпустить, и уже за 1894 год эта статья вышла в «Известиях».
Отдельным оттиском она вышла в 1895 году.